Хабаровск содрогнулся от чудовищно бездуховного и бесчеловечного ужаса. В центре города, в людном дворе, на детских качельках средь бела дня узбекский гастарбайтер изнасиловал котенка. И ну как тоже котенка? Маленькую беленькую кошечку с элементами рыжести и черными инкрустациями на голове и хвосте. Такой извращенной зверофильской жути Хабаровск еще не видывал. Да, думается, далеко не каждый город Великой России может похвастаться тем, что на его территории человекоподобный урод совокупился с котом. Ой, это выше понятия, я не знаю, понятий таких я не могу это восприняться именно. И что-то никто не понял, что он делает, а он его, короче, посмотрели на котенка, у него там, да, у него там сзади, ну, он его изнасиловал, короче, там вообще все вшиворот на выворот. Если бы честно сказать, увидел бы, я бы самосуд бы, вот, я за себя знаю, не ручаюсь просто, меня бы переклинило, так же, как вот Миха говорит, он невменяемый, а я бы увидел такую картину, и меня бы тоже, я бы тоже стал невменяемый, и прости Господи. Под горячую руку попался бы, я тоже не знаю, что с ним бы сделал бы. А сейчас чисто журналистская шутка на грустном фоне. А еще говорят, музыканты – самый циничный народ. Поймаю его здесь, убью. Я просто его даже... Прежде чем убивать, я оставлю телефончик, мне позвонить. Будешь снимать, покажешь фильм ужаса. Кто-то спросит, ну так если насилие над бездомным котенком происходило средь бела дня, так поди узбека зверолюба поймали и казнили. Нет, ну до самосуда дело, конечно, не дошло. Извращенца выловили только через 1,5 часа, и, надо сказать, его соотечественники отнеслись к нему более жестко, чем местные полицейские. Даже сам соотечественник плевался у него, харкался, ну, мол, на их там. Ну все, мы приехали сюда, вызвали милицию, как бы милиция приехала, его забрали, увезли. Вот, ну, через, может, часа через 3-4 звоним в милицию, так и так, мол, ну, что там с этим парнем. Сказали, что отпустили, провели беседу на 2 языках, но если его, типа, садить, то только в дурик, а в дурик только в Узбекистане, как бы, ну, и отпустили его. Изнасилованная кошечка выжила и тяжелую физическую травму излечила методом вылизывания при моральной поддержке других дворовых котов. Вася. Мать ощущает. После того, как узбека-котофила отпустили из полиции, аборигены, конечно, напряглись. Эх, да что люди, местные собаки ощущают обеспокоенность. Ну а если без шуток, то согласитесь, ситуация это реально страшная. Центр столицы федерального округа. И там стоит такая, ну, задрипанная лачушка барачного вида. Да еще и на качелях насилуют котов. Видимо, за неимением других возможностей слить свою похоть. А кругом, между прочим, бегают дети малые, человеческие. Как их теперь во двор выпускать? Тут детей вон маленьких сколько много, как бы. Тут от этого котенка, вон котенок, он там вот котеночек, как бы. От него, я не знаю, додуматься до этого, как бы, ну. Посмотрите, сколько детей, столько кустов. Проходимость большая, очень большая. Ходит, получается, кто попало, и что попало, можно твориться на наших улицах. Россия, привет!